Здравствуйте, ребята. Суммативное оценивание за четвертую четверть. Прослушайте текст и выполните задание. На окраине Вены стоит ветхий домик, в котором умирает старый повар. Мужчина всю свою жизнь проработал в имении одного богатого аристократа. Повар понимал, что совсем скоро он отправится в мир иной. Мужчина не очень любил священников, но понимал, что ему обязательно нужно исповедаться перед смертью. Тогда он попросил свою 18-летнюю дочь выйти на улицу и привести оттуда человека, который первым попадется ей на глаза. Волею случая таким человеком оказался молодой, но талантливый музыкант. Позже окажется, что этим самым музыкантом был сам Моцарт. Музыканту пришлось подняться в дом к умирающему, и чтобы облегчить участь старого повара, музыкант решил сыграть на клавесине. Его игра была невероятно завораживающей и трогательной. Она зацепила старика за самое сердце. Повар был поражен этой мелодией, но она подарила ему несколько мгновений самого большого счастья. Музыкант же сочинил мелодию, которая вскоре покорила весь мир своей красотой. Так композитор и старый повар помогли друг другу. Один из них в самом конце своей жизни ощутил всю красоту музыки, а второй написал мелодию, которая тронула до глубины души далеко не одного человека. Задание к тексту. Установите соответствие слов и их значений. Балаларына берілген сөздер мен олардың мағынасын сәйкестендіру керек. И вот правильный ответ. Исповедаться, признаться в грехах. Участь, доля, судьба. Клавесин – это старинный клавишно-струнный щипковый музыкальный инструмент. Священник, служитель церкви. Аристократ – человек знатного, благородного сословия. Какое слово в тексте соответствует значению певучая последовательность звуков, образующая известное музыкальное единство? Это слово «мелодия». В каком значении в тексте употреблено слово «облегчить»? Ответ Д. Принести успокоение, облегчение, успокоить. Четвертое задание. Определите основную мысль текста. Музыка имеет чудесную силу воздействовать на человека. Она может заставить плакать, смеяться, вспомнить юность и так далее. Какую силу, по мнению автора, имеет музыка? Приведите два аргумента из текста в подтверждение ответа. Автор восхищен могучей силой музыки. Первое. Игра была невероятно завораживающей и трогательной. Второй аргумент. Музыка покорила весь мир своей красотой. И музыка зацепила старика за самое сердце. Задание на говорение. Составьте диалог с одноклассником на тему влияния музыки на человека. Задание на чтение. Прочитайте два текста и выполните задание. Соотнесите признаки жанра с примерами из текста. Этикетная форма обращения, уважаемые соотечественники, содержит вопросы, касающиеся общественной жизни. Хотел бы коснуться и вопроса развития науки.
Содержит размышления, в которых дается оценка с целью воздействовать на адресата. Хорошим шагом со стороны крупного бизнеса было бы принятие шефства над региональными университетами в части их научной деятельности. Какую проблему поднимает президент в данном тексте? Ответ – проблему развития науки в стране. И второй текст. Что объединяет два текста? Ответ «да» – стиль речи. То есть оба текста относятся к публицистическому стилю. Определите жанры текстов, укажите по одному признаку каждого жанра. Первый текст – это послание. Признаки этого жанра – общественно-политическая лексика, оценочность, образность, призывность, разнообразные типы синтаксических конструкций. Так, второй текст – это интервью, признаки построения текста в форме вопросов и ответов. Какие пути решения проблемы развития науки даются в обоих текстах? В первом тексте – обеспечить стажировку в ведущих научных центрах мира 500 ученых, ежегодно представлять 1000 грантов для молодых ученых на исследования по проекту «Жас Галам», принятие шефства над региональными университетами в части их научной деятельности, отдельный программный документ по научно-технологическому развитию страны. Второй текст – дать возможность участвовать перспективной молодежи, повысить качество и конкурентность научных грантов. Задание на письмо. Напишите письмо другу, в котором расскажете о своем посещении, Всемирной выставки передовых технологий. Опишите собственные ощущения, используя эмоционально окрашенную лексику, эпитеты. Объем 120-140 слов. И вот примерный текст письма. До свидания, ребята. До следующих встреч. Удачи вам!